В эфире канадского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Рената Сагдеева. Здравствуйте. В Чувашии стремительно увеличивается рост числа заболевших коронавирусом. Какова ситуация в Канаше и как проходит прививочная кампания? Подробнее в нашем репортаже. Взрывной рост количества заболевших коронавирусом. Так охарактеризовал ситуацию с заболеванием глава Чувашской республики Олег Николаев. Статистика действительно неутешительная. По данным Минздрава Чувашии, с подтвержденной коронавирусной инфекцией в республике зарегистрировано более 48 тысяч жителей. Какова ситуация с коронавирусом в Канаше? Каков уровень заболеваемости? На сегодняшний день зарегистрированным данным заболеванием в регистре всего 134. Уровень заболеваемости составляет 326 на 100 тысяч населения. По сравнению с прошлым годом идет небольшой рост. А в 2021 году всего заболевших у нас было 1870, а на сегодняшний день 134. Среди 134 38 это дети. Из 38 детей 33 это школьники. 3 из них детсадовского возраста, а остальные еще и до года есть ребенок. То есть, если заболело 134, 125 они лечатся амбулаторно, и 9 из них получают медицинскую помощь в условиях стационара. По словам главного врача Канашского межтерриториального медицинского центра, из 134 заболевших 125 сейчас лечатся амбулаторно, 9 человек в условиях стационара. В тяжелом состоянии находятся 2 человека. Что из себя представляет новый штамм омикрон? Коронавирусная инфекция постоянно мутируется, и в настоящее время в средствах массовой информации очень много обсуждается про следующий штамм – это омикрон. Чем он отличается от других штаммов? Отличается тем, что он очень высоко заразен. И инкубационный период у данного штамма, он короче, чем при остальных, и он составляет 2-5 дней. То есть, если другие штаммы, там был инкубационный период 6 и 8, то здесь 2 и 5 дней, укорачивается. Дополнительно данным штаммом могут заболеть полностью семьями, то есть высокая контагиозность данного вируса сегодня очень серьезно обсуждается. Если рассматривать в отношении вакцинации и против данного штамма тоже, то я хочу сказать, в настоящее время все те 4 группы вакцины, которые есть для взрослой сети, плюс еще спутник М для детства, они работают и против этого штамма тоже. Но наши ученые работают постоянно над разработкой новой вакцины. И при проведении этих работ они всегда учитывают изменения мутации данного коронавируса. В настоящее время, и в перспективе мы ждем назальный вариант вакцины, он пока еще на стадии разработки и утверждения. И мы сегодня работаем пока теми зарегистрированными вакцинами, которые они сегодня есть. То есть спутник Ви, который мы очень много обсуждаем, это Калмогу-Вивак по-другому. Далее спутник Лайт. Есть вакцина Эпивак Корона и есть вакцина Чумаковская, которая называется Ковивак. И в настоящее время, мы говорили ранее, это спутник М для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинироваться с недавних пор могут не только взрослые, но и подростки. Гам-Ковид-Вак М или спутник М – так называется детская вакцина. Поступила ли в Канаш вакцина для возраста 12-17 лет? Для возрастной категории, то есть для подростков с 12 до 17 лет, да, поступила вакцина в количестве пока только 30. В настоящее время сформированы бригады. Кроме этого, проводятся информационно-разъяснительные работы среди родителей, поскольку согласие на проведение данного вида услуги, то есть по вакцинации, обязательно должны давать согласие, информационное согласие, это родители или законные представители.
Охотно ли прививаются жители города? Я, конечно, хочу поблагодарить жителей города Канаш за активное участие в вопросе вакцинации. Если рассматривать данный процесс среди всех районов муниципальных в республике, то мы занимаем хорошее место. На сегодняшний день вот у нас план составляет 23 670, и 23 тысячи мы уже провакцинировали, это 97%. Среди них есть и возрастная категория 60+. Вот когда вакцинация очень активно начиналась, в нашу поликлинику, конечно, шли возрастная категория 60+. На сегодняшний день нам осталось-то для того, чтобы был коллективный иммунитет, где-то в районе 750. Но мы очень хотим охватить данную категорию граждан, то есть возрастной категории 60+. Почему? Потому что действительно, провакцинировав определенное количество населения, мы видим, что это очень серьезно влияет на заболеваемость и течение болезни. Сколько вакцин поступает в больницу? Быстро ли заканчиваются вакцины? Вакцины, они поступают регулярно. То есть в Минздраве есть отдел, который контролирует процесс вакцинации в каждом муниципалитете, в каждой медицинской организации. И как идет ход вакцинации в зависимости от поставленной работы, идет и поступление вакцины. В районе где-то более 1300 разные группы, конечно, в разных соотношениях они поступают к нам. Есть ли у вас какие-либо рекомендации жителям города? Жителям города я, как работник здравоохранения, в первую очередь хотела бы сказать, чтобы мы оставались более спокойными, не так сильно реагировать на данную коронавирусную инфекцию, поскольку стабильная иммунная система – это залог все-таки профилактики. И далее я, конечно, бы хотела все-таки уделить внимание на то, если вдруг появляются явления острой вирусной инфекции, в первую очередь надо все-таки оформить вызов врача. И только медицинский работник, общаясь с данным пациентом, будет решать, как организовать своевременную медицинскую помощь, как подобрать лечение, какие мероприятия по профилактике всей семьи нужно провести. И поэтому это вызов врача. Средства индивидуальной защиты, ношение масок, это сегодня очень актуально, поскольку омикрон тоже передается воздушно-капельным путем передачи, социальное расстояние и все-таки беречь себя от всех инфекций, которые сегодня очень серьезно обсуждаются, и они есть. Рената Сагдеева, Владислав Васильев. Вести недели. По данным ОМВД России, по городу Канашу зарегистрировано 119 мошенничеств, по которым возбуждены уголовные дела. Как предостеречься от злоумышленников? Подробнее далее. В МВД России по городу Канашу обращаются граждане, ставшие жертвами телефонных мошенников, со счетов которых снимают денежные средства. Все граждане в беседе с сотрудниками полиции поясняют, что им известно о способах и видах мошенничества, что они читали и были проинформированы о видах мошеннических действий. Но, несмотря на это, они все равно попадаются на уловки мошенников и передают им свои банковские реквизиты, пин-коды с оборотной стороны банковской карты и пин-коды, присланные в СМС-сообщение. Процесс раскрытия преступлений данной категории очень трудоемок и требует огромного задействования различных организаций и структур. Иногда преступления данной категории остаются нераскрытыми. Наиболее популярными способами мошенничества остаются это мошенничество через объявления Авито, Инстаграм, Блаблакар, также звонки работников банка, работников прокуратуры, сообщения и звонки родственникам о несчастных случаях, звонят родителям сыновей, которые проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации под видом сотрудников военной прокуратуры и сообщают, что их сын, который проходит службу в такой-то воинской части, совершил преступление. И для этого необходимо перечислить необходимую сумму денег для того, чтобы замять данное дело.
Новым видом мошенничества стала технология NFC. То есть раньше передача данных через смартфон или браслет нам казалась чем-то из области фантастики. Но затем в Россию пришла технология NFC и стремительно завоевала популярность. С развитием инновационных технологий оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах стало гораздо проще и быстрее. Однако на этом начали наживаться и мошенники. Данная технология позволяет привязать любую карту к мобильному устройству и производить финансовые операции. Данная технология сыграла шутку и с жителем города Канаш. Злоумышленник позвонил водителю такси и представился клиентом, заявил о своем намерении оплатить услуги, для чего спросил данные банковской карты водителя и конфиденциальную информацию в виде СМС-паролей. После чего с помощью технологии NFC мошенник привязал банковскую карту жителя города Канаш к своему мобильному устройству и снял все денежные средства. Поэтому, уважаемые граждане и жители города Канаш, при поступлении телефонного звонка, в котором вам представляются либо работником банка, либо работником прокуратуры, или же сотрудником полиции, кем бы вам ни представились, и сообщают вам о том, что была попытка списания денежных средств с вашей банковской карты, либо с вашей банковской картой происходит сомнительная операция, первым делом помните, это звонят мошенники. Немедленно прекратите с ним разговор и ни в коем случае не сообщайте реквизиты своей банковской карты и не называйте никаких пин-кодов. За истекший период 2021 года на территории города Канаш зарегистрировано 119 мошенничеств, по которым возбуждены уголовные дела. Запомните, главная цель всех мошенников – добраться до вашего сейфа с деньгами. Номер банковской карты, пин-код и СМС-уведомления – это ключи к данному сейфу. Передав мошенникам данную информацию, вы останетесь без денег. Если вы или ваш знакомый доверчив, психологи советуют именно записать данные правила. Повышайте финансовую грамотность и цифровую безопасность. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч!